Итак, уважаемые радиослушатели, телезрители, в прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и по телевидению, и радио НВК «Саха» Титим Сахарадиата. Режиссеры Мария Новгородова и Михаил Эверстов. Ведущий Юрий Сергеев. Приветствую телезрителей и радиослушателей. Итак, в нашей сегодняшней передаче. Что такое электронная ипотека? Можно ли взять дальневосточную ипотеку на вторичку? Что можно узнать с помощью суперсервиса «Мое жилье»? Зачем нужен отказ от бумаги? На эти и другие вопросы подробнее об этом в нашей программе через несколько минут. А далее в нашей передаче о подготовке к акции «Зеленая трость». Для кого она актуальна и кто войдет в целевую группу? Вот эти вопросы мы зададим чуть попозже в нашем очередном блоке передачи «Якутск сегодня». Итак, мы начинаем. В нашей студии первая собеседница, начальник отдела регистрации ипотеки, долевого строительства, участия в строительстве и арестов, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха-Якутия Елена Михайловна Борчукова. Здравствуйте, Елена Михайловна. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и дорогие телезрители. Да, действительно, сегодня они будут с нами тоже участвовать в нашей передаче, задавать свои вопросы, если их интересует эта тема, о чем будем сегодня говорить. Работают телефоны прямого эфира 32 2066 и 32 1166. Пожалуйста, звоните. Что ж, мы начнем нашу передачу. Давайте вначале поговорим о электронной ипотеке. Действительно, если несколько слов, Елена Михайловна, о начале этого проекта. Да, это очень интересная, новая, недавно стартовавшая программа. В 2019 году стартовали национальные проекты, которые инициировал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В том числе национальный проект «Цифровая экономика», который направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере и направлен, конечно, на повышение качества жизни людей и многие другие направления. Одним из составляющих этого проекта является направление цифровые технологии. Как раз проект «Электронная ипотека» и входит в развитие этого проекта. Смотрите, если еще недавно жители нашей республики не могли помыслить о том, что зарегистрировать ипотеку в Росреестре можно за один день, то сегодня за один день проходят многие сделки. Пилотный проект Росреестра, который с прошлого года предлагает эту электронную услугу, и в том числе в нашей республике, уже привлек внимание заемщиков. Наша республика приступила к реализации этого проекта «Электронная ипотека за один день» с августа прошлого года. В рамках проекта срок регистрации сделок в Росреестре, конечно, при условии, что отсутствуют замечания к документам, составляет всего 24 часа вместо установленных стандартных 5-7 рабочих дней. А это большая разница. И хочу отметить, что проект реализуется по всей России в рамках цифровой трансформации нашего ведомства Росреестра Российской Федерации. Уже год получается, да? Да, второй год мы реализуем этот проект. Да. Вы сказали, что все ипотечные сделки регистрируются за один день, да? И может, только на определенные какие-то недвижимости, да, можно спросить. А в чем отличие по срокам регистрации между электронной ипотекой и сроками рассмотрения через МФЦ? Как обычно мы обращаемся туда. В чем отличие? Хочу сказать, что начинался этот проект немножко раньше, и начинался он с регистрации электронных сделок именно только с жилыми помещениями, с квартирами. Но, учитывая актуальность и перспективность и социальную значимость этого проекта, впоследствии, добавили в этот проект все объекты недвижимости и земельные участки с расположенными на них строениями, и договоры долевого участия, и договоры уступки прав требования по договорам долевого участия. Теперь все можно зарегистрировать в течение 24 часов. По срокам
По срокам разница в чем? Вот Да. сроки государственной регистрации, да, они установлены федеральным законом от 13 июля 2015 года о государственной регистрации недвижимости. Это основной закон для регистраторов. Так, срок регистрации ипотеки жилого помещения по закону, да, составляет 5 рабочих дней с даты приема документов. Вот. Если, допустим, документы представляют нотариальные, то в форме, то срок регистрации 3 рабочих дня. Это с момента поступления через МФЦ. А вот в случае поступления этих документов и заявлений в электронной форме в течение 1 рабочего дня, следующего за днем приема документов. И, естественно, разница существенная по срокам. И хочу отметить, что Росреестр, наша организация, да, стремится максимально сократить сроки государственной регистрации по электронным сделкам. И иногда срок регистрации составляет меньше, чем 12 часов с момента подачи документов, что, конечно, очень выгодно заявителям. Ну вот видите, уважаемые телезрители и радиослушатели, что такое электронная ипотека. Мы еще продолжим эту тему, об этом говорить. Вот если какие-то вопросы у вас возникли, вот Елене Михайловне, то, пожалуйста, звоните нам, задавайте ваши вопросы 32 0066 и 32 11 66. Ну, а кто задействован вот в электронной регистрации? Ну, электронная регистрация ипотечных сделок за один день стала возможной благодаря интеграции электронных сервисов нашего ведомства Росреестра и кредитных организаций, потому что, ну, само слово ипотека, да, подразумевает банковский кредит. Благодаря совместной работе Управления Росреестра по Республике Саха-Якутия с банковским сообществом граждане совершают сделку и регистрируют свои права собственности, ипотеку в течение суток, не посещая государственные органы. И хочу отметить, что сейчас уже во всех банках практически есть вот такая услуга, которая предоставляется заявителям по электронной регистрации. Также ею пользуются застройщики активно. И агентства недвижимости тоже уже начали пользоваться данным сервисом. И если взять рынок и первичка, это когда квартиры или объекты недвижимости приобретаются напрямую у застройщика, и вторичный рынок, то больше половины таких сделок, они уже проходят по таким ускоренным режимам через электронную регистрацию. Ну, давайте напомним нашим телезрителям и радиослушателям, в чем все-таки удобство электронной регистрации, Лена Михайловна. Электронная регистрация – это максимально сокращенный срок. Наше ведомство стремится, чтобы в будущем, да, человек пришел в банк, подал заявку на кредит для приобретения жилья, выпил чашечку кофе, да, подал заявление на регистрацию, закончил пить чашечку кофе и получил документ о регистрации. Ну, вот, видите, стал собственником жилья. Хорошо. Ну что, буквально за один день получается. За один день. Так и называется наш проект. Да. Электронная регистрация за один день. Уважаемые телезрители и радиослушатели, теперь вот хотелось бы поговорить, Лена Михайловна, ну, об этом мы уже закончили, да, электронные ипотеки. Если какие-то вопросы будут наших телезрителей и радиослушателей, то мы, конечно, ответим на них. По программе «Дальневосточная ипотека». Это уже актуальная тема, да, известная у нас и в республике, и в целом в Российской Федерации. Давайте, может, напомним еще раз нашим телезрителям и радиослушателям, когда же была запущена эта программа и в чем ее цель, Лена Михайловна? Хорошо. Дальневосточная ипотека, да, вот она неразрывно связана с проектом «Электронная ипотека», потому что обращения, они в основном проходят через электронный сервис тоже регистрации в течение 1 дня. Условия программы были утверждены постановлением правительства. От 2019 года в декабре было принято 7 декабря номер 1609. Сначала данная программа подразумевала участие именно для молодых семей, для получателей дальневосточного гектара, которые могли в последующем взять ипотеку и построить там дом, и для лиц, которые мигрировали в другие регионы, да, в поисках работы, они также могли приобрести квартиру себе или дом за счет дальневосточной ипотеки. Эта программа, она работает во всех 11 субъектах Дальневосточного федерального округа. Была запущена так, как в 2019 году,
и срок был установлен первоначально до 2025 года. Но в рамках недавно прошедшего во Владивостоке Дальневосточного экономического форума поступило предложение продлить срок по дальневосточной ипотеке до 2030 года. Президент России поддержал данное предложение, и эта программа продлится еще на 5 лет. Сейчас каждая квартира в новостройке приобретается, ну, по крайней мере, вот в нашем регионе, именно по программе «Дальневосточная ипотека». Можно отметить, да, что очень многие банки, которые работают в нашей республике, принимают заявки на такие льготные кредиты. Это и наш региональный Алмаз-Эркинбанк, и, конечно же, Сбербанк, Газпромбанк и другие банки. Основной целью дальневосточной ипотеки, конечно, является улучшение жилищных условий жителей в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. Ну, это видно по нашему городу, как развивается он, как строится, сколько квартир людей справили новоселье. Михаил, у нас, конечно, в первом блоке тоже не так уж много времени. Если коротко, кто подпадает вот под дальневосточную ипотеку? Подпадает молодая семья на покупку квартиры или строительство жилого дома, как я говорила, получатели земли по программе «Дальневосточный гектар». Ну, к молодой семье особые требования. Там есть ограничения по возрасту до 35 лет. Если это не полная семья, один родитель, то ребенку должно быть не больше 18 лет и родителю 35 лет. Но в этом году правительство расширило программу дальневосточной ипотеки, и теперь получить льготный кредит, как это, наверное, уже многие слышали, могут педагогические работники, медицинские работники, проработавшие в регионе не менее 5 лет. К ним уже ограничений по возрасту, по составу семьи никаких нет. И правительство наше говорит, что уже вот этой программой дальневосточной ипотеки воспользовалось более 40 тысяч человек, а внеся изменения вот в постановление правительства и дав возможность медикам и педагогам приобрести, надеются, что еще более 5,5 тысяч людей улучшат свои жилищные условия. И хотела отметить, что дальневосточная ипотека, она предоставляется по ставке до 2% годовых от 0,1 и максимальный размер кредита ставка-то до 6 вот стабильная, да? Она уменьшается, иногда бывает вообще 0,1%. Это очень замечательная ставка. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, сейчас через несколько секунд, может быть, мы уже уходим на рекламную паузу, потом вновь вернемся в нашу студию и продолжим нашу беседу с Еленой Михайловной Борчаковой, Росреестр по Республике Саха-Якутия. Оставайтесь с нами, и мы продолжим передачу. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это «Якутск сегодня». У нас сегодня первая собеседница, начальник отдела регистрации, ипотеки, долевого участия в строительстве и арестов, Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Республике Саха-Якутия Елена Михайловна Борчакова. Вот мы в первом блоке говорили как раз о электронной ипотеке, да, и вот хотела все-таки спросить вас, и думаю, что это тоже интересно нашим радиослушателям, телезрителям, в чем все-таки удобство, преимущество электронной ипотеки? Добавим так. Да, преимущество электронной ипотеки, помимо сокращенного срока 1 день, 24 часа, это второй, является, не надо ходить за документами. Да. Если вы идете в МФЦ, то вы приходите, сдаете документы. Потом вам второй раз придется приходить в МФЦ, чтобы получить эти документы. А здесь все документы вам поступают на электронную почту. То есть вы никуда не ходите. Еще одно преимущество – это более быстрое получение денежных средств участникам сделки. Да? Тот, кто продает, он сегодня сдал, завтра получил деньги. И, конечно же, это очень удобно тем, кто приобретает недвижимое имущество в другом регионе или в другом городе. Не надо никуда ездить. Человек экономит денежные средства на проезд, на проживание, да, чтобы оформить сделку. Находясь в своем регионе, он регистрирует и получает документы на электронную почту, подтверждающие его право собственности на объект в другом регионе.
Хорошо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, ну, если тема интересная и есть какие-то вопросы у вас, то, пожалуйста, звоните. Напомню, телефоны 32 2066, 32 11 66. Ну, вот мы говорили о дальневосточной ипотеке, да? Вот, Елена Михайловна, вот теперь вот такое вот. Можно ли взять дальневосточную ипотеку на вторичке? Да, можно взять на вторичке дальневосточную ипотеку, но здесь есть нюансы. Дальневосточную ипотеку на вторичке можно взять, если это новостройка у застройщика, у юридического лица, Так. но не у физического лица. Но можно взять у юридического лица или у физического лица на сельских поселениях, на территориях сельских поселений Дальневосточного федерального округа, да. Так. Также в Магаданской области на вторичке, Чукотском автономном округе предусматривает постановление. И входящие в специальные списки моногорода. В нашей республике к таким относятся Мирный, Нерюнгри, Удачный, Айхал. Там, конечно, тоже также на приобретение квартиры на вторичном рынке у физического лица банк должен одобрить кредит, и вы можете его купить. Хорошо. Объект. Ну что ж, мы в продолжение нашей сегодняшней темы, вот тоже интересную, я думаю, актуальную, это суперсервис «Мое жилье». Если вот вообще сервисы, да, помогающие с покупкой, ну, или продажей жилья? Елена Михайловна. Такого сервиса пока нет, но он Да. разрабатывается. Он И разрабатывается, его да? Ну, кстати, мы не слышали сделать, тоже пока. да, Да, к 2023 году. Министерство цифрового развития России совместно с нашим ведомством, с Росреестром, в настоящее время как раз разрабатывают этот суперсервис «Мое жилье». Данный сервис позволит быстро и безопасно провести сделку с недвижимостью. Он создаст единую цифровую среду для взаимодействия всех участников рынка. И банков, и госорганов, и покупателей, и продавцов недвижимости. Там будет интернет-агрегатор объявлений. Сервис появится на портале госуслуги, что тоже как бы немаловажно, да? С помощью сервиса пользователи смогут разместить свое объявление о продаже жилья на интернет-порталах и подтвердить свои права выпиской из Единого государственного реестра недвижимости прав. То есть электронное развитие как бы всех цифровых сервисов. Да, действительно, вот это. цифровизация шагает огромными такими, да? И по республике, и по стране в целом. По стране в целом, да. И это замечательно. И при помощи данного сервиса можно будет проверить наличие обременений на квартиру, да, ну, если там аресты, вот как раз. Информацию о зарегистрированных жильцах. Все это предполагается в разработке, что это будет содержать данный сервис. Наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и другие существенные параметры. Заключить сделку продавец и покупатель смогут полностью онлайн. Будет разработан специальный конструктор договоров купли-продажи. Да, формы разрабатывает наше ведомство Росреестр, и по этому конструктору уже сами стороны договора, продавец, покупатель, смогут заключить, вписать все туда необходимые данные, не надо будет тратить деньги, допустим, на услуги риэлторов. Понятно. Ну что ж, 32 2066, 32 11 66. На всякий случай называю телефоны прямого эфира. Ну, а что, вы уже сказали, по-моему, да, что можно узнать вот через помощь этого сервиса, да? Да. Уже практически так. И когда это вот разработка, когда появится? Ну, обещают в 2023 году, уже в что будущем такой году, сервис должен появиться. Ну, видимо, где-то есть какой-то опыт, видимо, где-то практика такая, видимо, да, где-то в Российской Федерации, скорее всего. Возможно, где-то проходит какую-то апробацию. Потому что вот если читать про этот проект, то в рамках рабочей группы также прорабатывается даже улучшение пользовательского опыта при заселении в квартиру, что можно заключить договор с управляющей компанией, прописаться по месту жительства в МВД. Тоже все это подразумевается путем подачи электронных обращений. Хорошо. Ну что ж, далее в нашей передаче проект, который называется так: «Стоп-бумага». Вот обычно наша бумага, да? «Стоп», мы говорим этой бумаге. А зачем нужно отказываться от бумаги, скажем так? Ну вот этот проект тоже новый, он как и электронная ипотека родился недавно в недрах нашего ведомства, но уже как бы зарекомендовал себя. С 29 июня Росреестр и центры госуслуг «Мои документы» по всей стране в рамках проекта именно «Стоп-бумага» перешли на безбумажный документооборот. Зачем это нужно? Да. По итогу взаимодействия Росреестра с многофункциональными центрами это увеличивает скорость предоставления государственных услуг.
минимизирует хранение бумажных носителей и ускоряет процесс оцифровки архивов. Еще несколько лет назад многие из нас покупают квартиры, знают, что при подаче документов мы носили полностью пакет документов, конечно, на бумаге, да. несколько договоров купли-продажи, заявления подписывали. Вот. Это привело к появлению огромной массы архивов нашего ведомства. Вот как рассказывал наш руководитель, Олег Александрович Скуфинский, вот архивы Росреестра по стране, они составляют 51 футбольное поле. И каждый год оно увеличивалось до 3 еще таких поля. Поэтому решили перейти к проекту «Стоп-бумага». Как говорится, что сокращаются финансовые издержки регионов на доставку и хранение бумаги. И, конечно же, сокращается срок на 2 дня за счет логистики в части регистрации сделок. Потому что при регистрации сделок по пакетам документов, которые подаются на бумажных носителях, сроки пока регламентированы также законом и составляют от 3 до 5 дней. Да, ну теперь интересный вопрос, конечно, как теперь работают МФЦ, при оформлении документов от ваше ведомство, Росреестр по Республике Саха-Якутия в таком случае? Сейчас МФЦ, если раньше они получали от заявителей пакет документов, направляли, мы его получали, рассматривали, регистрировали, потом направляли результат, вот это добавочные как раз 2 дня, то сейчас сотрудник МФЦ переводит пакет документов от заявителей в электронную форму, он сканирует, заверяет усиленной цифровой подписью сотрудника МФЦ этот пакет документов, и затем направляется по защищенным каналам связи в электронном виде, в Росреестр для обработки. И потом, после уже проведения регистрационных действий, бумажный пакет документов, он выдается заявителю с итогом рассмотрения его дела. Ну, на сегодня исключение только документарные закладные, но и они скоро перейдут в электронные архивы, в электронные образы, постепенно. Вот. Хорошо. А вот какие отметки будут проставляться на документах тогда? При переводе документов в электронный образ сотрудник МФЦ, я думаю, многие заявители уже это видели, ставит такой штамп: «Создан электронный образ документа». Вот эти созданные образы документов, они имеют ту же юридическую силу, что и документы на бумажном носителе. И они помещаются в электронный архив нашего Росреестра. Ушли в прошлое регистрационные штампы и регистрационные надписи, о которых на сегодня еще многие спрашивают, а где штамп, где подпись. Вот. И государственная регистрация, она подтверждается теперь только выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Вот такие изменения произошли с 29 июня 2022 года. Уже все. Стоп-бумага. Документы к нам не ходят. Действительно, вот проект «Стоп-бумага», он уже заработал. Он заработал, да, в целом. А вот где будут тогда храниться вот эти наши бумажные эти документы, в бумажном виде? Вот когда заявитель приходит в МФЦ и сдает, эти документы хранятся в МФЦ до получения результата. После регистрации, после получения выписки, они хранятся в МФЦ 45 дней. Так. И если человек не получит по каким-то причинам эти документы... В течение этого времени. Да. То такие документы приобретают статус невостребованных документов и передаются на хранение в кадастровую палату. И, естественно, где их также можно будет получить. Хорошо. Ну что ж, времени тоже остается совсем немного. Лена Михайловна, спасибо вам за ответы на ваши вопросы, на мои вопросы, то, что вы ответили так подробно, вот касательно и электронной ипотеки, дальневосточной ипотеки, проекта «Стоп-бумага», суперсервиса «Мое жилье». Некоторые проекты только разрабатываются. Цифровизация, как мы сказали, шагает семимильными шагами и по республике, и в целом, и по стране. Вот. И я думаю, что и это как-то немножко, наверное, облегчает работу ваших коллег ведомства Росреестра по Республике Саха-Якутия. Ну, с одной стороны, облегчает, а с другой стороны, сокращение сроков, они тоже
У нас большая ответственность. Ответственность ложится, да, уже тогда. Потому да. что... Нужно уложиться обязательно в эти сроки, конечно, да? Не позднее и не раньше. Уложиться, раньше еще лучше. Раньше еще лучше. Заявителям всегда лучше. Ага. Ну, хорошо. Елена Михайловна, вообще ваши коллеги Росреестра по Республике Саха-Якутия рады цифровизации или нет вообще? Как они воспринимают сегодня вот эти нововведения, новшества? Вы знаете, мы привыкли к нововведениям и новшествам. У нас всегда мы приветствуем. Мы очень стараемся работать и все делать для людей, чтобы они получали положительный результат от нашей деятельности. И надеемся, что дальше сервисы будут улучшаться. Ну что ж, у нас сегодня в студии была представитель Росреестра по Республике Саха-Якутия, Елена Михайловна Парчакова. Спасибо за очень подробные, интересные ответы на мои вопросы. Мы уходим сейчас на рекламную паузу, уважаемые телезрители и радиослушатели. Оставайтесь с нами, мы перейдем на третий блок программы. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Наш очередной блок передачи «Якутск сегодня». Акция «Зеленая трость». Очередной гость студии – это председатель Ассоциации пациентов со спинноцеребелярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями Республики Саха-Якутия, научный сотрудник Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, врач-генетик, отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия Оксана Гавриловна Сидорова. Здравствуйте, Оксана Гавриловна. Добрый вечер, дорогие теле- и радиослушатели. Да, и наши телефоны тоже уже заработали в прямом эфире 32 0066 и 32 11 66. Ну что ж, Оксана Гавриловна, вам слово. Есть зеленая трость, есть и белая трость, в общем-то, да? Это мы тоже знаем. Давайте расскажите, пожалуйста, об участии вашей общественной организации в конкурсе на получение муниципальной поддержки в форме субсидии НКО из бюджета городского округа город Якутск, в который проводился в конце августа этого года, насколько я знаю. Да. Мы приняли участие в этом конкурсе в форме субсидий, помощи из муниципального бюджета на развитие и работу некоммерческим организациям, помощи нашим горожанам, проживающим на территории города Якутска. И 25 августа выпущен был приказ о том, что наша ассоциация, приняв участие, стала победителем в этом конкурсе. Поздравляем. Спасибо. Мы свой проект назвали «Зеленая трость». Да, всем известно, конечно, есть понятие «белая трость», которая была введена по итогам Первой мировой войны, когда некие химические реагенты, которые использовали в период военных действий, они отражались на зрении. И чтобы определить, что этот человек является участником войны, что он пострадал там, то в Европе была придумана такая акция, как «Белая трость». То есть человек, пострадавший в войне, человек заслуженный, человек-ветеран, что четко сразу общество определяло, что с этим человеком, его историю, не задавая ни единого вопроса. По этой же аналогии мы недавно такой придумали проект, что почему бы нашим пациентам, которые имеют трудности в передвижении в городской среде, в общественном транспорте, где их принимают иногда за пьяных, потому что больные с нейродегенеративными заболеваниями, особенности со спинноцеребелярной атаксией, они ходят как пьяные, говорят как пьяные, шатающаяся походка. Они могут резко упасть, у них бывают приступы головокружения, стягивание мышц, судороги. Порой бывали случаи, что их принимали за пьяных, вызывали полицию, и полиция тоже толком не разбираясь, и, их увозили на 15 суток административного ареста. Бывали случаи, что даже на собрании пускали, не пускали в кинотеатры. Но это очень обидно и, скажем,
человек инвалид, он понимает, что общество его не принимает, отторгает, что он не такой, как все, и у него нет повода ни для радости, ни для желания лишний раз выходить в общество, принимать участие в общественной жизни. Ну вот, а кто вот из жителей, да, нашего города, горожан, будет вот охвачен в проекте «Зеленая трость»? Ну, вы об этом уже как-то сказали уже более-менее тогда подробно. Ну и, конечно, давайте еще раз напомним, кто будет входить в целевую группу тогда? Да, мы целевую группу примерно определили таким Определили, образом. да? Определили, да. Это будут люди, которые имеют нейродегенеративные заболевания, нервно-мышечные заболевания с затруднениями в передвижении. Вот в городской среде, в общественном транспорте, где, значит, спускаться по лестнице им тяжело будет, да, подниматься на этаж какой-либо, подниматься в автобус, входить, значит, в какие-то присутственные места, где нужно будет сидеть, высиживать очередь, чтобы человек этот имел свой определенный, определяющий его особый статус в обществе, аксессуар. Чтобы вот не задавая лишних вопросов, что это не человек, который там выпил вчера, хорошо погулял, да, накануне, или, скажем, не просто вот он после аварии, там, ДТП, у него были какие-то повреждения, что это человек просто с тяжелым заболеванием, возможно, с инвалидностью. Вот. Но с получением инвалидности у наших пациентов тоже есть свои особенности, поэтому мы в нашу группу целевую включаем и людей, которые не имеют инвалидности. Сюда могут входить инвалиды первой и второй группы. Вот. Ой, второй и третий, пардон, группы. Второй и третий, группы, да. наверное, Первая группа да, это скажите. тяжелая форма, да. Второй и третья группы, но бывает ведь и по итогам комиссии МСЭК бывают и определенные моменты, поэтому мы рассматриваем вот эти первые, вторую и третью группы и людей, которые не имеют инвалидности. Но у них должно быть обязательно нейродегенеративные заболевания, нервно-мышечные, которые затрудняют передвижение в городской Ну, среде. вот, наверное, вот телезрители, радиослушатели тоже вот могут так понять, что вот зеленая трость, да, значит, у человека вот с таким заболеванием должна быть, наверное, думает она, зеленая трость какая-то или какой-то знак, что это есть действительно инвалид. Знаете Оксана как? Григорьевна. Значит, мы этот проект, когда внедрим, то наш город Якутск станет единственным городом во всем мире, Так. который будет иметь вот в своем арсенале такой обозначающий для людей с ограниченными возможностями аксессуар во всем мире. Потому что мы знаем, во всем мире белая трость есть. Где-то Да. в Бельгии в 60-е годы работал еще проект «Желтая трость», Да, а да, у нас да, будет да. зеленая трость. И она, я думаю, надеюсь, что в будущем переймут наш опыт и другие города России, так как заболевания нервно-мышечные, нейродегенеративные, их количество увеличивается с каждым годом. Ага. Ну, вот цели, задачи этого проекта вы уже, по-моему, упомянули, да? Да. В нашей передаче. А вот, конечно, могут ли принять участие вот жители других улусов, скажем, городов, да, вот в этом проекте «Зеленая трость», скажем, масштабировать, если немножко этот Да. проект? Мы своим активом региональной общественной организации, Ассоциация пациентов со спиннocеребральной атаксией и другими нейродегенеративными заболеваниями Республики Саха-Якутия. Наш актив состоит из научных сотрудников, врачей-неврологов и среднего медперсонала. Мы обдумали этот вопрос. Да? И если наш проект «Зеленая трость» получит широкую поддержку и в якутской среде, в городе Якутске, то мы можем подготовить, написать грант фонда президентских грантов или гранта главы, распространить этот опыт и на другие районы, где проживают такие же пациенты, которые нуждаются в нашей трости. Да, конечно. Вот некоторые, наверное, все-таки телезрители, радиослушатели, горожане вот могут спросить, как с вами связаться, да, есть ли какой-то сайт, может быть, да, в соцсетях? Оксана Григорьевна. Да, сайт мы пока еще свой не создали, но мы будем распространять и информировать о своих акциях и проектах на сайте Единого ресурсного центра города Якутска. Вот. Или же можете обратиться по адресу Кулаковского, 6,
отделение неврологии. Мгм. Ну что ж, у нас еще время есть до конца прямого эфира, Оксана Гавриловна. Вот несколько слов все-таки о деятельности вашей общественной организации еще, может, какие еще проекты, какие-то, может, еще акции у вас есть в вашем портфеле, в будущем, в перспективе, скажем так. Спасибо большое, да. Значит, наше общество было создано научными сотрудниками Якутского научного центра комплексных медицинских проблем в январе 2020 года. Мы уже 2,5 года как работаем, имеем достаточный опыт, выиграли 4 гранта, 2 гранта фонда президентских грантов, да, и 2 гранта, гранта главы. Вот, и будем участвовать в гранте фонда президентских грантов в 2023 году. Прошли обучение по проектированию и надеемся на хорошие результаты. Да. Но я знаю, что, Оксана Гавриловна, вы вот как активист, как руководитель общественной организации, ну, в последние годы активно выезжали и в ЛУС, и в районы нашей республики. Да, мы посетили. С какой целью, да, выезжали туда? Мы выезжали в Абыйский УЛУС, были в Чурапчинском районе, были в Усть-Алданском районе и были в Оленьке. Планируем поехать в Тикси на будущий год. Да? Мы оказываем помощь, медико-социальную, консультативную, методическую помощь медперсоналу в лечении, в выявлении пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, в том числе и с широко распространенным заболеванием спиноцеребелярной атаксии первого типа. Вот вы как научный сотрудник, да, ученый, врач-генетик, все-таки как вы считаете, вот рост идет количество, да, вот этих заболеваний нейродегенеративных у нас в республике? В целом рост нейродегенеративных заболеваний неуклонно растет, потому что это тихая эпидемия 21 века. Это и болезнь Паркинсона сюда входит, болезнь Альцгеймера, по-якутски сказать, тюгэяхен. Ну и ряд, там более 20 нозологий. Эти заболевания, они мимикрируются. Вот другие обычные простые заболевания. Бывает, что неврологам трудно их сразу поставить. Поэтому мы, конечно, и консультативную помощь оказываем, выезжая в УЛУС и приглашаем к себе на обследование, на дообследование пациентов с подозрением на нейродегенеративные заболевания из других УЛУСов. Ну, кстати говоря, вот сейчас же есть уже практика и опыт у нас якутских врачей, да и у вас, кстати говоря, вот при рождении ребенка, да, вот мама, например, вот собирается тоже заиметь ребенка, да, уже на этой стадии даже, да, уже можно определить, скорее всего, да, вот если у ребенка, скажем, там вот такое вот редкое заболевание какое-нибудь, генетического плана, имеется в виду. Да, дородовая диагностика, или пренатальная диагностика проводится на ряд заболеваний, его проводят в медико-генетическом центре, который базируется в медцентре у нас на Сергеляхском шоссе 4. Можете туда обратиться. Если имеется в семье какое-либо наследственное заболевание, вы можете спросить, можем ли мы пройти дородовую диагностику. Никогда не откажут. Ну что ж, Оксана Гавриловна, спасибо вам за очень подробный рассказ о той акции вот «Зеленая трость», которую вот вы готовитесь, да, реализовать уже осенью, по-моему, да? Да, или зимой? В этом году хотим уже завершить. В этом году. Да. Ну, вам, как говорится, удачи в этом. Я думаю, что и у вас должно все получиться. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, на этом программа «Якут сегодня» подошла к концу. Я хочу сказать вам всем спасибо за внимание, и моим участникам тоже, Оксане Гавриловне в том числе, что пришли и нашли время для участия. Всего доброго, до свидания, до встречи в эфире.